Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире новости на канале таджикского телевидения, в студии Улугбек Салимбекзаде. И к основным новостям к этому часу. Сегодня состоялся телефонный разговор основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, с президентом Азербайджанской Республики, уважаемым Ильхамом Алиевым. В ходе беседы главы двух государств, обсудив актуальные аспекты таджикско-азербайджанских двусторонних отношений, особенно торгово-экономические связи сторон, отметили позитивную динамику их развития в последние годы. Стороны особое внимание уделили сегодняшней военно-политической обстановке в Афганистане. В этой связи лидер нации, подробно проинформировав президента Азербайджана о той тревожной ситуации, которая складывается в афганских провинциях, приграничных с Таджикистаном, выразил серьезную обеспокоенность резким обострением ситуации на южных рубежах СНГ. Президент Республики Таджикистан пригласил президента Азербайджанской Республики посетить Таджикистан с официальным визитом в удобное для него время. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, принял для беседы кадры, назначенные на ответственные должности в органах Министерства внутренних дел. В соответствии со статьей 9 закона Республики Таджикистан о милиции, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, произвел кадровые изменения в центральном аппарате Министерства внутренних дел, отделах Министерства внутренних дел в ряде городов и районов, руководителей представительств данного министерства в некоторых международных и региональных организациях. В ходе встречи президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, дал указания кадрам, назначенным на ответственные должности, осуществлять свою деятельность в рамках действующих законов и служебных уставов и бороться со всеми видами преступлений и нарушений закона. С учетом сложной и непредсказуемой ситуации в регионе, к транснациональным угрозам и опасностям, незаконному обороту наркотиков и организованной преступности необходимо подходить с высокой ответственностью в деле обеспечения безопасности и стабильности страны. В период глобализации знание иностранных языков и использование современных технологий является успехом каждого руководителя и играет важную роль в предотвращении и в борьбе с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружием и финансированием экстремистских преступных группировок, подчеркнул лидер нации. Основными темами беседы были охрана общественного порядка, предотвращение любых преступлений и вопрос о том, чтобы ставить интересы государства и нации выше других интересов. Каждый из вас, молодые и перспективные кадры, имеет опыт работы и признан профессионалом своего дела. Поддерживайте связь с народом, чтобы завоевать уважение и репутацию в обществе, подчеркнул глава государства в завершении встречи. Девиз председательства Республики Таджикистан Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в сентябре текущего года в Душанбе, 20 лет ШОС. Сотрудничество во имя стабильности и процветания. Главными целями председательства является укрепление дружбы и добрососедства между государственными членами ШОС, дальнейшее развитие шанхайского духа, поддержание мира, безопасности и стабильности в регионе, наращивание взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарных сферах, укрепление имиджа международного позиционирования ШОС, совершенствование договорно-правовой базы организации, расширение механизмов взаимодействия. Тему продолжит Карим Айдар. Шанхайская организация сотрудничества является международной организацией, создание которой главным образом заложила фундамент «Шанхайская пятерка», созданная на основе соглашений между Республикой Таджикистан, Республикой Казахстан, Китайской Народной Республикой, Кыргызской Республикой и Российской Федерацией об укреплении доверия в военной области в районе границы от 1996 года и о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы от 1997 года. Встреча глав государств Шанхайской пятерки, которая проходила 5 июля 2000 года в городе Душанбе, в период председательства Таджикистана, стала знаменательным событием особого значения. Душанбе Шанхайскую пятерку назвали Шанхайским форумом. Именно этим душанбинским решением была заложена основа для создания Шанхайской организации сотрудничества. Именно Таджикистаном было выдвинуто предложение о преобразовании Шанхайской пятерки в региональную международную организацию, известную как Шанхайская организация сотрудничества. 15 июня 2001 года в Шанхае состоялась встреча глав государств, на которой было принято совместное заявление о присоединении Республики Узбекистан Шанхайской пятерки и подписана декларация о создании ШОС. ШОС охватывает огромное пространство и широкий круг регионального сотрудничества и является новой формой сотрудничества государств с точки зрения политического устройства, экономического потенциала и культурного разнообразия. В период председательства Таджикистана в ШОС будут проведены свыше 100 мероприятий.
В экономическом форуме Шанхайской организации сотрудничества и укрепления сотрудничества в сферах цифровой экономики, электронной торговли и инноваций, состоявшегося 23 июня 2021 года под председательством таджикской стороны, были представлены рекомендации по развитию цифровой экономики, электронной торговли и инноваций. Участники форума выразили готовность в укреплении торгово-экономических отношений. По итогам форума целью дальнейшего укрепления сотрудничества в различных сферах в рамках ШОС участники приняли Душанбинскую декларацию. Под председательством таджикской стороны состоялась 16-я встреча секретарей Советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. В мероприятии приняли участие секретари Совета безопасности и официальные делегации республик Таджикистана, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Исламской республики Пакистан, Российской Федерации, а в формате видеоконференц-связи представители Китайской Народной Республики. В ходе встречи стороны в традиционно дружественной и конструктивной атмосфере рассмотрели вопросы обеспечения безопасности и стабильности на пространстве ШОС. Основной упор в ходе дискуссий был сделан на подготовке к заседанию Совета глав государств-членов ШОС 16-17 сентября 2021 года в городе Душанбе. В этом контексте состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам дальнейшего углубления сотрудничества государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, транснациональной организованной преступностью, а также в области международной информационной безопасности. По итогам подписан протокол 16-й встречи секретарей Совета безопасности государств-членов ШОС и принято информационное заявление. 11 июня 2021 года в городе Душанбе прошел третий женский форум Шанхайской организации сотрудничества с участием представителей стран-членов ШОС и приглашенных гостей из числа политиков, деловых кругов, сферы науки и гражданского общества. Было отмечено, что основной целью форума является дальнейшее продвижение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин и девушек на уровне ШОС, а также усилия по созданию эффективной платформы для наращивания потенциала женщин государств-членов ШОС для достижения целей устойчивого развития и регионального сотрудничества. Карим Хайдар, Дилшод Хушвахт, телевидение Таджикистана. Мы продолжаем программу. В Душанбе продолжается кампания по вакцинации с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции среди людей старше 18 лет. Граждане в возрасте старше 18 лет, проживающие в столице республики, могут обратиться в учреждение здравоохранения по месту жительства для иммунизации против COVID-19. В Душанбе продолжается кампания с целью предотвращения распространения COVID-19 среди людей старше 18 лет. Сделать прививки душанбинцы могут в учреждениях здравоохранения по месту жительства. Вакцинация является единственным действенным способом предотвращения распространения нового коронавируса COVID-19. По мнению экспертов, только сделав прививку, каждый может защитить себя и своих близких от инфицирования COVID-19. Современная наука доказала, что вакцинация является единственным способом борьбы с инфекционными заболеваниями. В связи с этим гражданам необходимо использовать имеющиеся вакцины для укрепления своей иммунной системы. В настоящее время в распоряжении Министерства здравоохранения и социальной защиты населения страны имеются вакцины AstraZeneca и CoronaVac, которые вводятся в 2 этапа. В соответствии с инструкциями во второй раз следует использовать ту же вакцину, что была использована и в первый раз. Для матерей, имеющих грудных детей или беременных, а также для тех, у кого наблюдается жар, обострение хронических инфекционных заболеваний, вакцинация против COVID-19 откладывается. За исключением указанных лиц, вакцинация других граждан старше 18 лет обязательна. Вакцинация предоставляется гражданам страны на бесплатной основе. Зумрат Файзиева, Рано Азизи. Новости. Сегодня в Душанбе при участии представителей Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан, исполнительного органа государственной власти города Душанбе, представители экспортов отечественных и зарубежных компаний, работающих в сфере строительства и архитектуры, стартовала неделя технологий архитектуры и дизайна. Подробности у Зумрат Файзиевой.
Неделя технологий, архитектуры и дизайна прошла в рамках мероприятия Международного инвестиционного форума «Душанбе Инвест-2021», который запланирован на октябрь этого года и соберет экспертов и представителей 50 ведущих архитектурных и дизайнерских компаний, ассоциаций и бизнес-организаций из Таджикистана, Российской Федерации, Республики Узбекистан и Республики Азербайджан. В рамках форума состоялась международная выставка, на которой были экспонированы достижения техники, строительства, архитектуры и дизайна отечественных и иностранных предпринимателей. Целью данного мероприятия является поддержка экспортного потенциала предпринимательской деятельности, налаживание эффективного сотрудничества с дальними и ближними зарубежными странами, привлечение инвестиций и импорт современных технологий. В рамках недели технологий, архитектуры и дизайна также прошел бизнес-форум. В ходе работы форума специалисты компаний и ассоциаций выступили с докладами и обменялись мнениями. Бизнес-форум в рамках недели технологий, архитектуры и дизайна продолжит работу по разным направлениям до 14 июля. Отметим, что на основе генерального плана в Душанбе сегодня развернуто широкомасштабное строительство административных и жилых зданий, образовательных и медицинских учреждений, спортивных площадок. Реконструируются и облагораживаются улицы, проспекты, дороги и парки. При этом используются новые современные методы дизайна. Принимаются важные меры для приведения инфраструктуры столицы в соответствии с современными стандартами градостроительства, с учетом создания максимального комфорта и благоприятных условий для проживания жителей и гостей города. Зумрат Файсиева, Дильшоди Хушвах. Новости. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовили к этому часу нашими коллегами. Мы не прощаемся с вами, оставайтесь с нами на нашем канале. Приятных вам новостей и до встречи.